Добрый день, уважаемые телезрители. Вы смотрите новости на телеканале Якутия-24 в прямом эфире. С вами Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Сводка по ковиду. Сколько случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в республике? Трехсторонние соглашения. Минобрнауки, Вилюйский улус и ЕТЭК будут сотрудничать, и какие действия будут предприняты? К 45-летию города Нерингри в Южной Якутии будет выпущен сборник песен нерингринских авторов. За сутки в республике выявили 178 новых случаев COVID-19, из них в Якутске 98, в Нерингринском районе 10 случаев, в Нюрбинском 9. В остальных районах Якутии от 1 до 6 случаев. Летальных исходов от COVID-19 за последние сутки 3. Лаборатории республики провели 6386 исследований на коронавирус. На настоящий момент в ближайшее время будет подписано соглашение с Российской Федерацией, с Министерством здравоохранения Российской Федерации, по которому республика также получит финансовые средства на амбулаторное лечение больных. И, соответственно, с этой недели у нас подписаны и начнутся поставки за счет резервного фонда республики Саха-Якутия дополнительных кислородных мощностей, аппаратов искусственной вентиляции легких и необходимых дорогостоящих лекарственных средств. К примеру, о том, какова на сегодня эпидситуация в Алданском районе, расскажет наш корреспондент Татьяна Вахнина. Ситуация по ковидной инфекции в Алданском районе остается напряженной. Ежедневно выявляется несколько случаев коронавирусной инфекции. Подробнее об обстановке расскажет начальник территориального управления Роспотребнадзора по Алданскому району Алексей Селютин. Алексей Викторович, какова ситуация на сегодня? На сегодня действительно ситуация очень напряженная. Выявлены случаи новой коронавирусной инфекции среди учащихся и педагогов в 14 школах, 6 детских садах. Все необходимые мероприятия противоэпидемического характера проводятся. На карантине находится Томодская санаторная школа-интернат. Карантин снят с детского дома. Также продолжается заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди проживающих Алданского отделения Томодского психоневрологического интерната. К сожалению, вчера было зафиксировано 2 летальных случая среди пожилых людей от новой коронавирусной инфекции с пневмонией. Можно ли сказать, что сегодня болеют семьями? Да, на сегодняшний день идет реализация семейных контактов, семейных очагов. К сожалению, не все соблюдают меры самоизоляции и продолжают посещать своих близких, помогать им, но, к сожалению, заканчивается это только новыми случаями заражения. На сегодняшний день главным государственным санитарным врачом Российской Федерации издано постановление, которое обязывает всех граждан носить маски и соблюдать все меры противоэпидемического характера, предотвращающие заражение новой коронавирусной инфекцией. Как обстоят дела с развертыванием обсерватора в Алданском районе? К сожалению, на сегодняшний день обсерватора в Алданском районе нет. Этим вопросом занимаются органы местного самоуправления, но, к сожалению, пока этот вопрос не решен. Большое спасибо, Алексей Викторович. Такова ситуация в Алданском районе на сегодня. К другим темам Министерство образования и науки Республики, администрация Вилюйского улуса, а также компания Якутская топливно-энергетическая компания сегодня подписали соглашение о сотрудничестве в области образования. В рамках этого соглашения ЕТЭК планирует создать благоприятные условия для развития образования в Кызылсырской средней общеобразовательной школе. Речь идет об улучшении материально-технической базы, разработке специальных образовательных программ, развитии кадрового потенциала этой школы, о профориентации школьников и содействии в социальной адаптации, реабилитации детей и социально незащищенных категорий населения. Таким образом, ЕТЭК планирует создать в Кызылсырской школе корпоративный инженерный класс, обеспечить школьников факультативами на базе рабочих мастерских самого ЕТЭКа и организовать для выпускников подготовительные курсы для поступления в учебные заведения среднего и высшего профобразования.
предполагаем мы создать инженерный класс, корпоративный класс ЕТЭК, для того, чтобы обучающиеся Кызылсырской школы уже со школьной скамьи начали осваивать технологии компании, чтобы в будущем компания имела возможность работать со специалистами высокого уровня. Такое взаимодействие мы начинаем с компанией впервые. Надеемся на развитие этого сотрудничества. За сбор бивней мамонта без лицензии грозит штраф до 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в Минпромгеологии Якутии. Как показывает практика, желающих заработать на останках древних животных становится все больше. Именно поэтому возникает необходимость в регулировании отрасли на федеральном уровне. Поскольку в действующем законодательстве, к сожалению, нет прямой ответственности за самовольное извлечение палеонтологических материалов из недр, почвы или водных объектов, это прокомментировали в министерстве. Министерство спорта республики и министр Иннокентий Григорьев в поселке Нижний Бестяк Мегангаласского района осмотрели ход строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном. Спортивный объект строится по федеральной программе «Спорт. Норма жизни». Внутри здания будет 2 бассейна, малая и большая, 4 спортзала, кроме этого 1 большой игровой зал. В ходе выездного совещания делегации выяснилось, что имеется небольшое отставание от графика строительства. Обсудили вопросы о том, как будут преодолевать имеющиеся трудности. Объект должен быть сдан в середине декабря этого года. Объект сложный, новый, который у нас в сельской местности сегодня не эксплуатировался. Надо учитывать, что в Нижнем Бестяке нет канализационной системы. Поэтому тут как бы все новинка на апробации, но тем не менее это будет как бы первая проба строительства бассейнов на территории, на сельской территории вот нашей республики. Если, значит, апробация хорошо пройдет, я думаю, строительство бассейнов, ну не такого типа огромного, конечно, но бассейнов надо в республике проводить, и это будет поможет и систематически занимаемся населению, и детям, которые должны учиться плавать. Тем временем в мирнинских бассейнах поменяли график работы. Теперь записаться на сеанс нужно заранее и на определенное время для того, чтобы избежать скопления людей. А секции для детей, групповые занятия пока тоже не работают. Но прийти с семьей на свободное плавание вполне возможно. Что еще нужно учесть при походе в бассейн в условиях пандемии? Об этом сюжет наших коллег в Алмазном крае. Поплавать звездочкой, затем свернуться бомбочкой. На индивидуальном занятии по плаванию детки могут научиться чему угодно. Держаться на воде и под водой учат профи. Отталкивайся ножками. Хорошо. Плыви назад. Инструктор по спорту Сабина Клушина, как и многие, 8 месяцев назад буквально нырнула в пандемию. В оплачиваемом простое пробыла полгода. Сегодня снова радуется брызгам воды и живому общению с посетителями. Я очень рада, что бассейн открылся, что мы можем работать, что люди могут наконец-то прийти и получать удовольствие от бассейна. Хотя как бы сама обстановка тяжелая, как бы чуть-чуть есть ограничения, все равно работа не такая, как раньше. Но я все равно рада, что бассейн открылся. По словам девушки, многие до сих пор не знают или не верят, что можно прийти поплавать. Групповые занятия пока отменили, а вот на свободное посещение и индивидуальные занятия можно записаться в мобильном приложении КСК или позвонить по телефону 5 шестерок. В оздоровительном комплексе не пренебрегают мерами безопасности. Самое основное – это, конечно же, проведение телеметрии, термометрии на входе у нас в гардеробе проводится. Также у нас разметка в тех местах, где массовое скопление людей происходит. Это в фойе, к зоне ожидания, к подходу к гардеробу, к медику, к кассе и также в раздевальных помещениях. Помимо этого мы разграничили шкафчики у нас и сделали скользящее расписание для наших клиентов. Скользящий график означает то, что теперь мирнинцам придется записываться на сеанс на определенное время, для того, чтобы не скапливалось много людей. Работают бассейны с 8 утра до 10 вечера. Детям до 14 лет потребуется справка от врачей. Остальным достаточно пройти медицинский осмотр на месте. Цена на посещение бассейнов не изменилась.
Анна Брянская, Александр Еремин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». К 45-летию города Нерюнгри будет выпущен сборник песен нерюнгринских авторов «Мелодии души наших песен. Удивительная жизнь». Так называется книга, в которую вошли лучшие работы талантливых нерюнгринцев за всю историю города. В этом сборнике представлены 112 песен, 35 авторов, композиторов и стихи 18 поэтов, рассказывает Ирина Кичигина. Идея создания сборника принадлежит Зое Гуренчук, которая, приехав с фестиваля «Берег дружбы-2019», предложила увековечить творчество нерюнгринских поэтов-песенников в одной книге. Идею поддержали начальник управления культуры и искусства Ирина Елисеева и глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский. Было решено книге быть. И началась работа. Большую организационную работу проделали Зоя Гуренчук, Дмитрий Пузиков, Ольга Сизых, Татьяна Чепанова, Татьяна Ковалева, Екатерина Бойко, Людмила Носкова и Татьяна Знаменщикова. В этом сборнике будут жить слова и музыка талантливых нерюнгринцев. Темы творчества нерюнгринских авторов незыблемы и вечны. О любви, о человечности, о родине. Каждая строка проникнута характерным нерюнгринским мироощущением. В книге представлены не только стихи и фотографии авторов, но и ноты к песням. Жизнь этих песен удивительна, ведь рождались они на сплавах по горным рекам, туристических слетах, у фестивальных костров. Стихи Валеры Дмитриева, а музыка Анатолия Тайбаша, которая не раз звучала на фестивалях. Я бы хотела вот закончить этими словами. «Дай мне, Господь, немного дней, чтоб за любовь платить любовью. Устанут люди в пустословии, а я к ним с песней своей». Все эти песни не раз слышали многие нерюнгринцы. В душе звучат мелодии, и кажется, что все, кто пели их в разные годы, собрались на праздник в честь 45-летия любимого города. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на канале Якутия-24, смотрите наши выпуски, будьте всегда в курсе, берегите здоровье, носите маски.